Так, сегодня хотел поговорить. Часто, когда говоришь о каких-то практиках христианских, в других церквях сразу штыки. А где-то Библия написано. Вот. Надо понимать, что и давно привыкнуть, что в христианстве могут быть такие вещи, откровения и практики, которые не были ни в Библии, ни в истории христианства. Этого не было. Это нормальное явление. Иисус же сказал: сделайте больше, чем я сделаю. Те дела, которые я делал, будете делать, и больше сотворите. А в Иисусе написано, что если бы писать все, что он делал, не хватило бы книг. Вот. То есть явно не все в Новом Завете написано в Евангелиях. Вот. Ну, известны также практики там пробуждения в Южном Уэльсе в начале 20 века. Эвен Робинс. То есть то, что там происходило, говорят, это даже мощнее, чем деяния апостолов. То есть не надо думать, что апостолы – это потолок. Они видели Иисуса, они самые главные, они самые святые, самые чудотворцы и самые близкие к Богу. Естественно, это неправда. Есть те, кто в истории христианства больше сделал для привлечения народов, людей к Богу. Больше чудес. Ну, я уже упомянул, пробуждение в Южном Эльсе. Это мощнее деяния апостолов. Хотя Эвен Робинс, его никто никогда апостолом не называл. Вот. Ну и масса других божьих генералов 20 века, которые делали вещи, которые, ну, сверхъестественный опыт, о котором не упоминается в Библии. Движение золотого подсвечника, женщина золота. Те вообще и назад в прошлое ходили, плюс другие чудеса там. Люди во времени, в пространстве передвигаются, билокации, полилокации. Вот. Одновременно в 2-3 местах. Кто-то во снах евангелизирует. Вот. И конца края этому нету. Часто поэтому и какие-то учения основывают. А вот видите, у Павла было жало, а Павел так не говорил, а вот он не мог исцелить кого там. Тимофей вот употребляя немножко вина для таких недугов. Никто не сказал, что Павел это потолок. Иисус-то всех исцелял. Вот. Там Джон Лейк, миссионер в Африке, ну, он американец. То есть у него члены его церкви, не то что он, а и те, кто к нему в церковь ходили, они никогда не возвращались от больного, пока тот не получит выздоровление. Азуза-стрит, пробуждение. Там на глазах у всех у людей конечности отрастали. Руки, ноги у кого. Вот. Смит-Виггельсворт. Воскрешение мертвых. Иисус мы читаем один случай, воскрешение Лазаря. Ну, а у нас современники, Дэвид Хоган тот же, Карри Блейк, ну и остальные. У тех воскрешения насчитывается 30 человек и более. А есть еще неизвестные какие-то фамилии, имена, наши современники, у которых воскрешение тоже они не считают, сколько воскресили. Вот. Вообще сама мысль в церкви, когда ты говоришь, что это не только мистики касается, также и глубин, истин каких-то. Когда ты говоришь, что можно сказать в проповеди какие-то глубины, о чем никогда не писались книги и не говорились проповеди за всю историю христианства. Естественно, испуг и такой страх. Что ты имеешь в виду? То есть это только ересь, можно сказать, новая. А так мы привыкли, что у нас в церквях все проповеди одинаковые. Ну, примеры только там, анекдоты меняются с легонца. А так все избито. Мы уже заранее знаем, на какое местописание, какие выводы сделает служитель. Вот. С какими сконнектит это местописание, соединит служитель. Уже никто не верит, что можно что-то там выкопать. Хотя куча вопросов. И откровений больше у психолога получаешь. А тайнах души,
хотя это наука, психология, это должна наука церкви, по идее. Из-за того, что те открыты, хоть они атеисты, там, основатели психологии, по крайней мере, раз они открыты в изучении, они больше, получается, у них есть информация, и психологии нет конца, когда развитию. Она же развивается. А вот эта косность, что в церкви, если ничего нового не может быть, зачем проповедуете тогда? Готовите проповеди. Книгу «Систематическое богословие» повторяйте, как в синагогах. По порядку читайте, чтобы в течение года пройти все систематическое богословие, все главы. Там по 3 главы за служение. У нас ничего нового, просто напоминание, чтобы не забывали, все нормально. Или Библию кто-то говорит, читать тупо Библию, без комментариев, без проповеди. Все нормальненько. Нам все известно, все понятно. Это же не так. Вот. И плюс есть церкви, они специализируются в учении о деньгах, о преуспевании. У них в городе люди, занимающие самые высокооплачиваемые работы, это люди с этой церкви. Там кто-то там не успел с тюрьмы прийти, покаялся, он уже через 2 года бизнесмен, уже все с деньгами. Вот у них учение на этом. И никто не падает в мамону, нормальная церковь. Вот. У кого-то там заточены на исцеление, как я упоминал Джин Лейк. Все умели исцелять. Церковь, все, кто ходил к нему в церковь, потому что они суперсвятые. У них была информация. Вот. Была информация. Это же не все. Мы думаем, это же тоже не потолок по исцелению. Есть другой уровень информации по исцелению, который не снился Джин Лейку. Но как до Джин Лейка не было информации про исцеление, и поэтому не могли исцелять. А когда появилась, пришли к этому, вот вся церковь исцеляет. И они учат, и у них все подряд исцеляют. Вот. А есть другие уровни, и это касается исцеления, денег. То есть в каком-то откровении кто-то движется, но в основе своей массы в церквях глубочайшая нищета. Даже в элементарных там темах. Там о любви, казалось бы, мы уже напроповедовались, уже всем скучно, все понятно. Да ничего не понятно, там такие слои и глубины. Что такое прощение? Где прощение, а где не прощение? Что такое судите? Несудимы будете. Люди со стажем, не только христианским, но и священническим, проповедническим, они, конечно, кучу текста наговорят, но у них тоже нет четких границ даже по элементарным темам. Что значит не судить, не будьте судить, не будьте судимы? Где мы судим, где мы рассуждаем, осуждаем, размышляем, где поставить красные линии. Все мутно. Это я про элементарные темы. Прощение, любовь там. А про вера. То есть, а я не говорю про другие темы, где вообще там. И при этом все куча конференций, книг, спрашивается такой объем книг, конференций, проповедей, и на элементарные темы нету информации. Это нормально? Нету глубины. Вот. Поэтому есть такой, может, так ролики назову, что если в церкви верующие никогда не пугались, что их вера разрушится от новых откровений, значит, они на глубины не переходили. Любой раз, когда ты начинаешь идти на глубины, появляется страх. Страх за то, что твоя секточка потеряет веру, христианство, адептов, и сам ты потеряешь. Вот когда начинаются глубины. Любые глубины, они вызывают страх. Поэтому многие в застоях. Они в коридоре безопасного, старого, знакомого идут. Не то, что откровение, просто вопросы. Есть вопросы. Сам вопрос задавать, то напрягать будешь всех. Вот такие вот моменты.